Отыскать свою маршрутку или автобус в пределах всего одной остановки порой бывает невозможно. Маршрутки выстраиваются плотной стеной в ожидании пассажиров, тем самым не давая подъехать ни троллейбусам, ни автобусам. За 2 или 3 минуты такой стоянки за общественным транспортом выстраиваются десятки автомобилей, которые в свою очередь не могут объехать этот автомобильный коллапс. К вечеру ситуация особенно усугубляется. И так каждый день. Теперь, чтобы снизить заторы и установить порядок на остановках, мэрия предлагает разграничить их. К примеру, если длина этой остановки составляет около 30 метров, то 20 метров планируется закрасить зеленым цветом. На этом участке могут останавливаться только автобусы. Остальные 10 метров планируют закрасить желтым цветом. Там могут останавливаться только маршрутное такси. В столице около 1500 остановок. Делить их по количеству между автобусами и маршрутками не будут. Просто разделят на 2 части и выкрасят в определенный цвет. Опрос на улице показал, что большинство горожан поддерживают инициативу мэрии. Они считают, что разграничить остановки для общественного транспорта – отличная идея. И надеются на то, что это поможет уменьшить заторы на столичных дорогах. Конечно, это хорошо. Но оно соблюдается правило или нет, я не знаю. Маршрутка не дает общественным транспортом, вообще прохода не дают. Сегрегировать отдельно общественный транспорт, отдельно маршрутные такси, я думаю, это разумная вообще идея. И так сейчас все по остановке, маршрутки тоже останавливаются, потому что везде уже камера ставлена. Ну, я, например, думаю, это нормально, вот порядок будет. А вот некоторые водители маршрутных такси против этих нововведений. По их словам, это будет трудно реализовать на практике. В итоге эти правила будут нарушаться. Сами перевозчики говорят, что это спровоцирует гонку. И, как следствие, нервозность у водителей, которые должны будут постоянно разглядывать, где же грань, которую нельзя пересечь. Да это вообще никому не удобно будет, ни пассажирам, ни водителям. Как можно поделить вот так остановку? Люди же ждут, вот просто им куда-то в какое-то место надо ехать. Они же не определенный какой-то транспорт ждут. Кто первый приехал, они туда сели, да поехали. По-моему, что-то неудобно будет, если разделит остановка. Там не поместится. Дорога у нас совсем узкая. Вот мое мнение. Если они хотят так поделить остановки и оставить маршруткам по 10 метров, то тогда пускай увеличивают количество автобусов на 3 или 5 сотен. Когда автобусы ходят 1 раз в час, то какой смысл отдавать им большую часть остановки? Начать покраску остановок планируется к концу марта. А еще в мэрии подумывают удлинить остановочную зону, так, чтобы и для маршруток предполагалось 20 метров для остановки. А вот на вопрос, будут ли водители нести ответственность за несоблюдение правил разграничения, ведомстве ответить не смогли. Дескать, они не карательные органы, рассматривать этот вопрос должна патрульная милиция. Вы знаете, это будет решать наши ГАИ. Но это мы не карательный орган, мы исполнители, мы сделаем, а потом уже, если нарушат правила дорожного движения, есть ГАИ. Для этого. Модернизация коснется и торговых павильонов. Киоски в столице хотят сделать в одном стиле. Дизайнеры разработали несколько вариантов эскизов для фасада торговых точек и предложили их предпринимателям. Пока на такую авантюру согласились владельцы павильонов, расположенных на пересечении улиц Московская и Усинбаева. Как только потеплеет, бизнесмены начнут обновлять фасад. Даже для вывесок и баннеров определят один формат. У нас есть отдел объектов облегченного типа, где специалисты они ведут работу непосредственно с заявителями, где они выехали конкретно на определенную местность и уже ведут работы с арендаторами по поводу того, что в последующем они готовы изменить облик этих павильонов. Это пока это будет по обоюдному согласию, но приветствуется, конечно, на обновление. Потому что я считаю, что горожане тоже пойдут навстречу, поскольку они живут в городе, и все-таки столица, она должна быть соответствовать столице. В муниципалитете говорят, что город давно пора привести в порядок с эстетической точки зрения. Поэтому архитектурные преобразования вскоре могут коснуться и других объектов города. Разрабатываемый в данное время дизайн-код столицы определит стиль улиц и фасадов зданий. Айтолкун Сулпуева, Турган Ниязов, НТС.